Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Скритьям его народам, Девим Сарасвати, Весам Таточаям, Нашта Праеша Бадришу, Нитям Бхагавата Севаям, Бхагаватютам Машлаки, Бхактир Бхавати, Начтики. Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем читать удивительный, нектарный Шримад Бхагаватам. И сегодня 17 стих, 6 песня, 12 глава, 17 стих и 18, поскольку в 17 нету комментария, я буду читать 2 стиха. Я прошу прощения. Все, храм есть, простите, все. Харе Кришна, ზოფასვერტყულებო, დღეს ჩვენ წავიკითხავთ საოცარ შრიმად ბჰაგავატამს მე-6 სიმღერის მე-12 თავის, მე-17, მე-18 ლექსს, რადგან მე-17 ლექსში არ არის კომენტარი. Я прочитаю по очереди эти стихи. თანმიმდევრობით წავიკითხავ ამ ლექსებს. Прангаглахоям самара ишвак акшо вахансасанах атрана гьяньяте мушья джайо мушья параджаях. Перевод Шрила Прабхупады. Враг мой, смотри на эту битву, как на азартную игру, где ставка — жизнь, игральные кости стрелы, а ездовые животные — игровая доска. Никто не знает, кто из нас победит, а кто проиграет, ибо исход этой игры в руках провидения. 18. Я прочитаю все, а потом уже, если нужно, пробую, вы тогда переведете. Все. Шишука увача, Индро вритра вачах шрутва, гата ликам апуджаят, грихтья враджах прахамсамс, тад ахагата висмаях. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Шукадева Госвами сказал: выслушав прямодушные наставления Вритрасуры, Индра восхитился им и снова взял молнию в руки. Справившись с недоумением и отбросив двуличие, он с улыбкой обратился к Вритрасуре. Комментарий. Царь Индра, величайший полубог, был поражен наставлениями Вритрасуры, которого все считали демоном. Он никак не ожидал услышать от демона столь разумные речи. И когда он вспомнил, что из рода демонов произошли такие великие преданные, как Махараджа Прахлада и Махараджа Бали, ему все стало ясно. Случается, что под маской демона скрывается возвышенный преданный верховной личности Бога. Поняв это, Индра посмотрел на Вритрасуру и улыбался ему. И улыбнулся. მიიჩნიე ეს ბრძოლა აზარტულ თამაშად, რომელშიც ჩვენი სიცოცხლეები ფსონებია, ისრები, კამათელი, ხოლო ცხოველები, რომლებიც ჩვენ დაგვატარებენ სათამაშო დაფა. არავინ იცის, ვინ მოიგებს და ვინ წააგებს. ყველაფერი ეს განგების ხელთაა. მე-18 ლექსი. შუკადევა გოსვამიმ თქვა: მოისმინა რა ვრიტრასურას პირდაპირ დამრიგებლური სიტყვები, მეფე ინდრამ შეაქო იგი და კვლავ გურზი აიღო ხელში. დაბნეულობისა და ორპირობის გარეშე მან გაიღიმა და ასე მიმართა ვრიტრასურას. კომენტარები. მეფე ინდრა უდიდესი ნახევარმღერთი განაცვიფრა ვრიტრასურას სიტყვებმა, ვინც დემონად იყო ცნობილი. იგი სახტად დარჩა, როცა დემონი ასე გონიურულად ლაპარაკობდა. შემდეგ მას გაახსენდა დიადი ერთგულები პრაჰლადა მაჰარაჯა და ბალი მაჰარაჯა, რომლებიც დემონთა ოჯახებში იყვნენ მშობილნი და მისთვის ყველაფერი ნათელი გახდა. თვით ეგრეთ წოდებული დემონებიც კი ზოგჯერ ღმრთების უზენაესი პიროვნების უდიდესი ერთგულები არიან. ამიტომ დაიმედების ნიშნად ინდრამ ვრიტრასურას გაუღიმა. კომენტარების დასასრული. Омагьяна Тимирандасья, Генанджана Шалакая, Чакшурун Милитамина, Тасмай Шри Гураве Намаха, Шри Чайтанья Манобиштам, Стапитам Егна Бутарья, Своям Рапнакадамахьям Дадати Свападатикам.
Вандехам Шри Гуру Шри Ютападакаму Шри Рупасакраджатам Сахагана Рагунатхам Витам Там Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишакхам Витам Ча Хэй Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагатпате Гопиша Гопика Канта Рада Канта Мостуте Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutadevi Pranamami Haripriya Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavani Bhyavishna Bhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtityade Shatarine. Еще раз Харе Кришна, преданные. Харе Кришна, Иртулова. Так, Индру очень вдохновили слова Харе Кришна. Вритрасуры. Индру вдохновили слова Вритрасуры очень сильно и удивили. ინდრას ძალიან გაამხნევა ინდრა ვრიტრასურას სიტყვებმა და გააკვირვა. Он удивился, услышав такие слова из уст демона. მას ძალიან გაუკვირდა, როცა დემონის ბაგებიდან ასეთი სიტყვები მოისმინა. И это необычная ситуация, когда преданный, чистый преданный Господа, у него демоническая природа. და ეს არის განსაკუთრებული სიტუაცია, რადგან დემონური ბუნება აქვს უფლის წმინდა ერთგულს. Хотя, может, эта ситуация даже и близка нам, по крайней мере, мне. თუმცა შეიძლება ეს სიტუაცია ჩვენთან ახლოს იყოს, მაგრამ ცოტა ჩვენთან ახლოს არის. Вопрос материальной природы, он сейчас очень такой интересующий всех людей и преданных. Материалური ბუნების საკითხი ახლა ინტერესებს ყველას და ერთგულებსაც მათ შორის. Мы видим, что очень много сейчас курсов, как узнать, понять свою материальную природу, варну. ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა ძალიან ბევრი კურსია, როგორ გავუგოთ ჩვენი მატერიალური ბუნება, ვარნა. Найти свое место варнашами, варну, под варну еще. Варна და კიდე ქვევარნაც ჩვენი ადგილი ვიპოვოთ ვარნაშრამაში. Узнать по астрологии, где у меня асцендент находится. გავიგოთ ასტროლოგიაში სად რა მოქვს. Вот. Существуют еще всякие психологические разделения, соционика. Психологიური დანაყოფებიც არსებობს. Всевозможные социотипы. სხვადასხვა социотипები. Вот. Есть еще human design. არის human design-იც. В общем, куча всего, чтобы понять, что у меня за тело, что у меня за материальная природа. ანუ მრავალი რამ, რომლითაც შემიძლია გავიგო რა სხეული მაქვს და რა მატერიალური бунеба. И вот буквально вчера мне Матаджи Радабава скинула коротенькое видео, где об этом говорит Мадана Махапрабху. გუშინ რადაფავა მატაჯიმ ჩამიგდო პატარა ვიდეო, სადაც მადანა მოჰან პრაბჰუ საუბრობს ამაზე. И он там интересную вещь сказал о том, что преданные должны к этому относиться как к некой роли, которую они на себя примеряют. მან საინტერესო რამ თქვა, რომ ადამიანები ერთგულებმა ამას უნდა მიუძღნან ერთგულები როგორც რაღაც როლს, რომელსაც იღებენ. И мне стало интересно, чем отличается от того, что мы как-то вот сами себя идентифицируем там кшатрием, брахманом или еще кем-то, и чем это отличается от того, что мы просто роль как бы играем, кшатри или брахманы или шудры. და მაინტერესა რა განსხვავება, როცა მე თვითონ ვახდენ იდენტიფიცირებას როგორც კშატრიად, ბრაჰმანას ან შუდრად, თუ როცა ვთამაშობ ამ როლს კშატრის, ბრაჰმანის ან შუდრის. Плюс я заметил, что в 17 стихе Вритрасура он похожую вещь говорит.
თანაც შემომჩნია, რომ ვრიტრასურა მე-17 ლექსში მსგავს რამეზე საუბრობს. Он говорит Индре не воспринимать эту битву напрямую как что-то серьезное. Он говорит, воспринимай это как азартную игру. ისე უგნება ინდრას არ მიუდგე ამ ბრძოლას როგორც რაღაც სერიოზულ რამეს. შეხედე ამას როგორც აზარტულ თამაშს. Также нам не стоит слишком заниматься этими поисками, копаниями вот своего места в Варнашами. ასე რომ ჩვენს არ გვიღირს რომ ზედმეტად დავიწყოთ ამის გამოძიება ვინ ვართ ვარნაშრამაში ჩვენი ადგილის პოვნა. Это всего лишь просто инструмент, некий механизм наше тело. ეს უბრალოდ გარკვეული ინსტრუმენტია ჩვენი სხეულის რაღაც მექანიზმი. И кому-то так получилось, что он получил инструмент там, молотка и гаечного ключа, а у кого-то инструмент это микроскоп или телескоп. ისე გამოვიდა რომ ვიღაცას ინსტრუმენტი აქვს ჩაკუჩი და სახრახნისი, ვიღაცას კი მიკროსკოპი ან ტელესკოპი. И на эту тему есть отличный стих в читании Чартамрити в Мадхья-лиле 13:80. ამასთან დაკავშირებით ჩაიტანე ჩარიტამრიტას მადჰა-ლილაში არის საინტერესო ლექსი 13:80. Это знаменитый стих, там, где произносится, что я не брахман, я не кшатри, там, не вайши, не шудра, не брахмачари, не грехаста, не ванапрастха, не саньяси. Я Кришна Нитьядас, я вечный слуга Кришны. სადაც წარმოთქვამენ, მე არც ბრაჰმანი ვარ, არც შუდრა, არც გრიჰასთა, არც სანიასი, არც ბრაჰმაჩარი, მე ვარ კრიშნა ნიტიადას, ანუ კრიშნას მარადიული მსახური. И пуджари хорошо знают этот стих, потому что каждое утро перед поклонением божеств мы настраиваемся и произносим этот стих. პუჯარებმა კარგად იციან ეს ლექსი, რადგან ღვთაებების თაყვანისცემის წინ განწყობისთვის ჩვენ წარმოვთქვამთ ხოლმე ამ ლექსს. Перед тем, как мы будем мыть божеств, предлагать им разные упачары, поклоняться им, мы настраиваемся именно вот на такое сознание того, что я вечный слуга Кришны. სანამ ჩვენ დავიწყებთ გაბანას და სხვადასხვა რაღაცების გაკეთებას, ჩვენ ზუსტად ამ განწყობას ვიღებთ, რომ მე ვარ კრიშნას მარადიული მსახური. И нет такой настройки, что я сейчас буду поклоняться как брахман, или сейчас нарежу фрукты для божеств как кшатри. არ არის ესეთი განწყობა, რომ მე ახლა ბრაჰმანი ვეთაყვანები ან ხილს დავჭრე ქშატრიასავით. Я всего лишь просто использую вот ту природу, которая у меня есть, под руководством старших преданных, которые лучше видят, как, в чем занять мою природу. მე უბრალოდ ვიყენებ იმ ბუნებას, რაც მაქვს, უფროსი ერთგულების მეთვალყურებით, რომლებმაც უკეთესად იციან რა ბუნება მაქვს და რა შედავაკავო. Но представьте, что вы вот как здесь получили тело реального демона, могущественного демона размером с Вселенную. წარმოვიდგინეთ, რომ როგორც აქ თქვენს მიიღეთ უზარმაზარი ძლევამოსილი დემონის სხეული, სამყაროს ხელა სხეული რომ აქვს. И демоны чем отличаются? Отличаются тем, что определенные гуны, низшие гуны на них влияют сильнее. დემონები გამოირჩევიან იმით, რომ დაბალი гунები მათზე უფრო მეტად მოქმედებს. Для вас гнев, жадность, агрессия, все для вас это естественные чувства. ანუ ბრაზი, სიხარბე, აგრესია ბუნებრივი გრძნობაა თქვენთვის. И как в такой ситуации стать чистым преданным Господу? ასეთ სიტუაციაში როგორ შეგვიძლია უფლისმინა ერთგულები გავხდეთ? Но вот у Вритрасуры как-то это получилось. მაგრამ ვრიტრასურას რაღაცნაირად გამოვიდა ეს. И это этот вопрос очень заволновал Махараджа Парикшита. და ეს საკითხი ძალიან აღელვა მაჰараджа парикшити ამ საკითხმა. В следующих уже главах он будет спрашивать
у Шукадева Госвами, как так вышло, что этот демон стал чистым преданным? Уже чувствуя, что что-то тут не так, наверное, сам Господь приложил к этому руку. შემდეგ თავში კითხავს შუკადება გოსვამის როგორ გამოვიდა ისე რომ ეს დემონი გახდა წმინდა ერთგული მიხვდა რომ რაღაც ისე არ არის და ეს შეკითხვები დაუსვა შუკადება გოსვამის И мы узнаем историю Махараджа Читракету, და ჩვენ შემდეგ ვიგებთ მაჰარაჯა ჭიტრაკეტოს ისტორიას который был правителем всей земли. რომელიც იყო მთელი დედამიწის მმართველი У него были все богатства, მას ჰქონდა ყველანაირი ქონება но он очень хотел сына. მაგრამ ძალიან სურდა ვაჟის ყოლა И постоянно все его сознание было занято этим желанием сыночка. მთელი თავისი ცნობიერება ამ სურვილით იყო მოცული რომ შვილი ყოლოდა И к нему приходили преданные, такие как Атри Муни. მასთან მიდიოდნენ ისეთი ერთგულები როგორებიც Нет, Ангира Муни, прошу прощения. ანგირა მუნი ბოდიშ ვიხდი И Ангира Муни рассказывал ему про чистое бхакти, про преданное служение. ანგირა მუნი უყვებოდა მას მინდა ფაქტიზე ერთგულ Но в тот момент он ничего этого не мог принять, он только как бы хотел вот это желание, чтобы исполнилось. მაგრამ იმ მომენტში ვერ მიიღო ეს ყველაფერი მას უბრალოდ სურდა და ამ სურვილის შესრულება ასრულება И в итоге он получил сына, საბოლოოდ მან მიიღო შვილი но, как мы знаем, вскоре его и потерял, то есть он умер, убили его. მაგრამ როგორც ვთქვით მალევე დაკარგა რადგან მოკლეს მისი ვაჟი И он попал вот в эту позицию кризиса. და კრიზისის პოზიციაში მოხვდა Джива Госвами в Бхакти Сандарбхе он пишет, что в Кали-югу из-за того, что люди много страдают, им легче принять наставление Господа. ჯივა გოსვამი ბhakti sandarbhaში წერს რომ კალის ეპოქაში მარტივი ადამიანებისთვის უფლის დარიგებების მიღება რადგან ძალიან იტანჯებიან Часто разочаровавшись в своих желаниях в этой материальной жизни, мы начинаем искать какие-то новые, более высшие смыслы. რადგან როცა ხშირად იმედ გასურებულები ვხვდებით ხოლმე ჩვენ მატერიალური სურვილების შესრულებაში ვიწყებთ უფრო მაღალი არსების აზრების ცხოვრების აზრის ძებნას И тогда уже в нашу жизнь приходят какие-то личности, ну то есть приходит садху в нашу жизнь. შემდეგ უკვე ჩვენს ცხოვრებაში მოდის სათვი И это и есть тот метод, как мы можем обойти нашу материальную природу, несмотря на то, что мы по своей природе шудры или демоны или кто угодно. და ეს არის ზუსტად ის მეთოდი როგორ შეგვიძლია ჩვენ მატერიალურ ბუნებას გვერდი აუვალოთ ვით არ ვინც არ უნდა ვიყოთ შუდრები ბრაჰმანები თუ ვინც არ უნდა ვიყოთ То есть садхусанга является ключевым моментом. აქ სათვუსანგა არის გადამწყვეტი მომენტი И Кришна об этом рассказывает в 11-й песне Шримад Бхагаватам в наставлениях Удуве. კრიშნა უთავას დარიგებებში მე-11 სიმღერაში შრიმად ბჰაგავატამის ყვება ამას. Это 12 глава, и я вам прочитаю сейчас стих, первый-второй стих. ეს არის მე-12 თავი და მე წაგიკითხავთ პირველ და მეორე ლექსს. Верховный Господь сказал: «Дорогой Удова, общение с моими чистыми преданными способно уничтожить любую привязанность к наслаждению объектами материальных чувств. Благодаря такому очищающему общению человек подчиняет меня себе. Кто-то может заниматься аштанга-йогой, философски анализировать элементы материальной природы, придерживаться ненасилия и других принципов обычного благочестия, произносить нараспев веды, совершать аскезу, отрекаться от мира, устраивать жертвоприношения, копать колодцы, сажать деревья, заниматься другой общественно полезной деятельностью, давать пожертвования, соблюдать строгие обеты, поклоняться полубогам, читать секретные мантры, посещать святые места, следовать главным и второстепенным заповедям. Но даже занимаясь всем этим, человек не подчинит меня себе». Можете напомнить, какой стих? Это первый стих, сразу там 1-2.
Хорошо, сейчас. 12 глава. Ага. უზენაესმა უფალმა თქვა ძვირფასოულ თავამ, ჩემს წმინდა ერთგულებთან ურთიერთობას შეუძლია გაანადგუროს ნებისმიერი მიჯაჭვულობა სიამოვნებების მიმართ, მატერიალური გრძნობათა სიამოვნებების მიმართ, უბრალოდ გრძნობათა ობიექტების მიმართ, რომ იმისთვის, რომ ჩვენი გრძნობები ვასიამოვნოთ. და ასეთი გამწმენდი ურთიერთობის წყალობით ადამიანის მიმორჩილებს მე. ვიღაცა შეიძლება დაკავებული იყოს აშტანგა იოგათი, ფილოსოფიურად გაანალიზოს მატერიალური ბუნების ელემენტები, ან იცავდეს არაძალადობის კანონს, ან სხვა პრინციპებს, რომლებიცაც იცავს ჩვეულებრივი კეთილშობილი ადამიანი. ან წარმოთქვამდეს ვედებს, ასრულებდეს ასკეზებს, სამყაროზე თქვას უარი, განდეგილობით დაკავდეს, მოაწოს სხვადასხვა ხელშეწირვები, ამოთხაროს ჭეები, დარგოს ხეები, ან კიდევ სხვა საზოგადოებისთვის სასიკეთო საქმიანობით დაკავდეს, გასცეს მოწყალება, ან დაიცვას მკაცრი აღთქმები, თაყვანისცეს ნახევარ ღმერთებს, გაიმეოროს საიდუმლო მანტრები, წმინდა ადგილები მოინახულოს და მიყვეს მთავარ და მეორეხარისხოვან ცნებებს, მაგრამ თუნდაც ადამიანი ამ ყველაფრით იყოს დაკავებული, მე ვერ დამიმორჩილებს. И дальше там уже в следующих стихах этой 12 главы 11 песни Кришна будет говорить, что вообще не важно там, кем вы родились. შემდეგ ლექსებში უკვე კრიშნა საუბრობს, რომ საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ დაიბადე, ანუ რად დაიბადე. И он будет приводить разные примеры. და სხვადასხვა მაგალითებს მოიყვანს. И дайте дановы, ракшасы, пишачи. დანავები რაქშასები, დაიტიები პიშაჩები. Или шудры, или женщины. შუდრები თუ ქალები. Если существует садусанга в вашей жизни, то не так все безнадежно. თუ სათუსანგაა თქვენს ცხოვრებაში, ასე ყველაფერი უიმედოდ არ არის. И как-то эта информация ободряет как-то, что ли. და ეს ინფორმაცია გვამხნევებს. Потому что это на наши реалии сильно похоже. Кто может похвастаться каким-то высоким брахманическим происхождением? რადგან ჩვენს რეალობაში ეს აქტუალურია, რადგან ვის შეუძლია იტრაბახოს, რომ დიდიადი ბრაჰმანური წარმოშობა მაქვს. Кто может с первого раза читать шлоки, учить их там наизусть? ვის შეუძლია პირველივე ჯერზე ზეპირად ისწავლოს შლოკები. Или спать там по 2 часа, совершать аскезы суровые. ან კაცრი ასკეზები შეასრულოს და 2 საათი ეძინოს მხოლოდ. Ну, то есть ни качество, ни происхождение. ანუ არც თვისებები, არც წარმომავლობა. Но, как здесь написано, шанс есть у всех. მაგრამ როგორც აქ წერია, შანსი ყველას აქვს. Итак, садусанга. ასე რომ სათუსანგა. Появляется вопрос, где найти садху? მაშინ ჩნდება კითხვა, სად უნდა ვიპოვოთ სათჰუ? С кем общаться, как разглядеть садху? ვისთან გქონდეს ურთიერთობა, როგორ აღმოაჩინოთ სათჰუ? И нам иногда кажется, что садху это только дикша гуру. ზოგჯერ გვაჩვენება, რომ სათჰუ მხოლოდ დიქშა გურუა. Ну и какие-то серьезные такие вайшнавы, обязательно в шафрановой одежде, такие как шаулинские монахи, такие, чтобы развивалось у них вот так чадр такой шафрановый. და აუცილებლად სერიოზული ვაიშნავები, რომლებსაც აწვიათ შაფრანის ჩადარი აქვთ, შაულინის
ვერებივით არის გამოიყურებიან. Чтобы они были очень популярны, их лекции смотрели в интернете все. ძალიან პოპულარულები რომ იყვნენ და მათ ლექციებს ინტერნეტში უყურებდნენ. Вот это как бы садху. ეს არის სათუ. А рядом тут какие-то преданные ходят, что-то советуют, говорят. Ну, ладно. აქ უბრალოდ ვიღაც ერთგულები დადიან, რაღაცებს გვირჩევენ, სალაპარაკობენ, ესენი ისი არის. Но я вот заметил такую вещь, глядя недавно на нашу парампуру на алтаре. ესეთი რამ შევამჩნია ჩვენს პარამპარას, როცა ვუყურებდი ალტარზე. Что на самом деле у нас шикша парампура. რომ სინამდვილეში ჩვენ შიქშა პარამპარა გვყავს. Если мы посмотрим, кто по очереди стоит, თუ შევხედავთ ვინ არის რიგში, то там Джаганат Дас Бабаджи, Бхактивинода Такур, Гауракишор Дас Бабаджи, Бхактисиданта Сарасвати Такур. ჯაგანათ დას ბაბაჯი, ბhaktivinoda თაკურა, გაურაკიშორა დას ბაბაჯი და ბhaktistan сарасвати თაკურა. И Бхактивинод Такур не является дикша учеником Джаганата Даса Бабаджи. ბhaktivinoda თაკურა არ არის ჯაგანათ დას ბაბაჯის დიქშა მოსწავლე. Его дикша гуру это Лалита Прасад Такур. ლალიტა პრასად თაკურა არის მისი დიქშა გურუ. Кто-то знает Лалит Прасада Такура? Ну, это брат Бхактисиданта Сарасвати Такура. Лалита Прасад. Ну, наверное, что. Не-не-не, это дикша гуру Бхактивинод Такура. Ну, Бхактивинода Такура с дикша гуру. Гауракишор Дас Бабаджи стоит после Бхактивинода Такура. Гауракишора Дас Бабаджи Бхактивинода Такурас შემდეგ არის. Но Бхактивинод Такур тоже не является дикша гуру Гауракишора Даса Бабаджи. Бхактивинода Такураც არ არის дикша гуру Гауракишора Дас Бабаджис. Гауракишор Дас Бабаджи относился к Бхактивиноду Такуру как к старшему, как шикша гуру к нему относился, хотя был учеником Джаганата Даса Бабаджи. სინამდვილეში გაურაკიშორა დას ბაბაჯი ბhaktivinoda Takурას მიმართავდა როგორც გურუს, მაგრამ სინამდვილეში ის ჯაგანათა დას ბაბაჯის მოსწავლე იყო. Про это есть много историй, как Бхактивинод Такур звал всегда куда-то на какие-то собрания или еще на что-то, чтобы узнать какое-то вот авторитетное мнение Гауракишора Даса Бабаджи. ბევრი ისტორია იყო, როცა გაურაკიშორა დას ბაბაჯი, то есть გაურაკიშორა დას ბაბაჯი хотел узнать мнение Бхактивинода Такура. Наоборот, Бхактивинод Такур. Бхактивинода Такурას ავტორიტეტული აზრი აინტერესებდა გაურაკიშორა დას ბაბაჯის რაღაც საკითხებში. Бхактивинод Такур, Гауракишор Дас Бабаджи всегда находился в смиренной позиции, пытался от этого уйти. Он думал, кто я такой, чтобы давать как бы советы там вот Бхактивиноду. გაურაკიშორა დას ბაბაჯის თავმდაბლობის გამოსულ ცდილობდა მორიდებოდა მას მევინვა, რომ Бхактивинода Такурას მივცე რაღაც რჩევები. Однажды, когда к нему прибежали, там в очередной раз Бхактивинод Такур за ним послал и сказали, там ищет тебя Бхактивинод Такур, нужно твое мнение авторитетное. რამდენჯერმე იქ უთხრეს კიდეც რომ გეძებს Бхактивинода Такура, რომ შენი ავტორიტეტული აზრი აინტერესებს. Он просто убежал и спрятался на пороге публичного дома, там, где куртизанки живут, находятся, он вместе с ними там сел. და ის საერთოდ ერთხელ დაიმალა იმ ადგილას, იმ სახლში, სადაც მსუბუქი ყოფაქცევის ქალები იყვნენ, იქ დაჯდა უბრალოდ მათთან ერთად. И он с улыбкой говорил, что тут меня точно уже Бхактивинод не найдет. და ღმილით ამბობდა, უკვე ნამდვილად ვერ მიპოვის Бхактивинода. И также, когда я был вот на последнем ретрите у Гуру Махараджа, და ასევე როცა გურუ მაჰარაჯის ბოლო რეტრიტზე ვიყავი, там, естественно, на таких, когда дикша ретрит, много обсуждается темы Гуру Татвы.
როცა დიქშარეტრიცე ბევრს განიხილავენ ხოლმე გურუ ტატუის თემას. Тоже часто стихи из 11 песни Шримад Бхагаватам обсуждаются, или стихи там из 4 главы Бхагавад-гиты. ზოგჯერ მოყავთ ხოლმე ლექსები შრიმად ბhagavatam-ის მე-11 სიმღერიდან ან ბhagavad-გიტას მე-4 თავიდან. И мы там много обсуждали о том, как все-таки Гуру Татва, как она проявляется в нашей жизни вот объемно. და ბევრს განვიხილავდით ჩვენს ცხოვრებაში როგორ ვლინდება გურუ ტატუა. И я заметил одну вещь, что преданные, когда спрашивали у Гуру Махараджа, что я могу для вас сделать, как я могу как-то вам послужить, და ერთხელ როცა გურუ მაჰარაჯს ერთგულები ეკითხებოდნენ, რა შეგვიძლია ჩვენ თქვენთვის გავაკეთოთ, როგორ შეგვიძლია გემსახუროთ. И Гуру Махарадж всегда мягко вот так как-то просто улыбался и уходил вот от ответа, то есть не давал никогда прямых наставлений. გურუ მაჰარაჯი ყოველთვის იღიმოდა და პირდაპირ დარიგებებს არასდროს იძლეოდა. И на одной из лекций я задал вопрос Адираси Прабху по этому поводу. ერთ-ერთ ლექციაზე ადირასა პრაბჰუს დაუშვი შეკითხვა ამ თემასთან დაკავშირებით. Там было много старших преданных вместе с Гуру Махараджем, вот Адираса Прабху, Ватсала Прабху, они постоянно давали еще лекции вместе с Гуру Махараджем. ბევრი უფროსი ერთგული იყო გურუ მაჰარაჯთან ერთად ადირასა პრაბჰუ, ვატსალა პრაბჰუ და ისინიც ლექციებს კითხულობდნენ ხოლმე. И мне стало интересно, почему так Гуру Махарадж как бы не дает вот прямых наставлений. და მაინტერესა რატომ არ იძლევა გურუ მაჰარაჯი პირდაპირ დარიგებებს. Вот. И Адираса Прабху объяснил, что Гуру Махарадж не просто так создает систему вот Шикша Гуру у себя. და ადირასა პრაბჰუ მახსნა რომ გურუ მაჰარაჯი ის თყვილად არ ქმნის შიქშა გურუს სისტემებს. И кроме того, что есть список определенных шикша-гуру, Махарадж еще хочет, чтобы мы принимали прибежище на своем месте, у старших преданных, именно в том месте, где мы живем и служим. ანუ და ამ შიქშა გურუების გარდა მაჰარაჯს ასევე სურს რომ თავშესაფარი მივიღოთ იმ ერთგულებთანაც სადაც ვისთანაც ვმსახურებთ, ვინც ჩვენს გვერდით არის. Потому что это преданные, старшие преданные, которые находятся вместе с нами рядом, они лучше нас знают, лучше понимают наши качества, наши склонности. რადგან უფროსი ერთგულები, რომლებიც ჩვენს გვერდით არიან, უკეთესად ესმით ჩვენი მიდრეკილებები, ჩვენი ბუნება. И они лучше знают, как занять нас в преданном служении. და უკეთესად იციან, როგორ დაგვაკავონ ერთგულ სამსახურში. А Махарадж, в свою очередь, уже доверяет им. მაჰარაჯი კი თავისუფლად ენდობა მათ. И если Махарадж начал бы давать наставления какие-то напрямую и сказал бы кому-нибудь, ну хорошо, распространяй книги каждый день. და ვინმესთვის რომ მაჰარაჯს პირდაპირ ეთქვა, მაგალითად, კარგი წიგნები ავრცელე ყოველდღე. А человек какой-то, допустим, сильно интровертный, закрытый, еще какой-то, для него сложно перейти этот барьер, для него бы это было бы целой болью. Может, ему лучше просто готовить просад на кухне для божеств. ადამიანი თუ ძალიან ინტროვერტულია, შეიძლება ძალიან დიდი ტკივილი ყოფილიყო მისთვის ეს და მისთვის უკეთესი ყოფილიყო უბრალოდ პრასადი მოემზადებინა ღვთაებებისთვის. И у него могло бы не получиться исполнять эти наставления, и все, гуру равагия. შეიძლება არ გამოსულდა ამ დარიგებების შესრულება და მორჩა გურუ რავაგია. И чтобы не совершать вот оскорблений, поэтому Махарадж создал вот такую, ну, это и есть, по сути, гуру татва, которая проявляется через систему шикша-гуру и ну, вот старших каких-то преданных. და ამიტომაც შექმნა მაჰარაჯმა ეს სისტემა, რომელიც ვლინდება შიქშა გურუების მეშვეობით და უფროსი ერთგულების მეშვეობით ასევე. В целом даже шикша-гуру это более емкое понятие. Ёмкая, Ну, большое понятие. შიქშა გურუ ზოგადად ეს დიდი მცნებაა. Шикша-гуру это не только тот человек, который официально согласился вашим наставником быть.
შეკშა გურუ არ არის უბრალოდ ის ადამიანი, ვინც ოფიციალურად დათანხმდა, რომ თქვენი დამრიგებელი იყოს. Это некий принцип. ეს გარკვეული პრინციპია. Вот, поэтому Шикша-гуру может быть любой тот старший человек, которого мы приняли как гуру, который нас вдохновляет становиться слугой Кришны, преданным. ასე რომ შეკშა გურუ შეიძლება იყოს ნებისმიერი უფროსი ადამიანი, რომელიც გვამხნევებს, რომ უკეთესი ერთგულები გავხდეთ. და რომელიც სადაც გურუთ აღვქვამთ. Проблема в том, что почему нам проще сказать, что у меня вот есть Гуру Махарадж, я уже слушаю лекции Гуру Махараджа, все, у меня есть гуру. და პრობლემა იმაშია, რომ რატომ არის ჩვენთვის მარტივი ვთქვათ, რომ მე გურუ მაჰარაჯის მყავს, მის ლექციებს უსმენ და ეს საკმარისია. Потому что через экран компьютера или через экран там монитора, где мы смотрим лекции Гуру Махараджа, очень легко быть смиренным. რადგან მონიტორის და მონიტორიდან და ეკრანიდან, საიდანაც ვისმენთ გურუ მაჰარაჯის ლექციებს, ძალიან მარტივია იყო თავმდაბალი. Мы слушаем лекции Гуру Махараджа и там качаем головой, да, точно, все правильно. გურუ მაჰარაჯის ლექციებს ვისმენთ, თავს ვიქნევთ, კი, ზუსტად ასეა ყველაფერი. И дальше идем как-то совершать те же ошибки. შემდეგ მივდივართ იგივე შეცდომების დასაშვებად. И думаем, я-то не специально, я-то вот искренний, просто вот как-то вот у меня не получается. მე შემდეგ ვამბობთ, რომ მე სპეციალურად არ ვაკეთებ ამას, უბრალოდ მე ხო გულწრფელი ვარ, უბრალოდ არ გამომდის ჯერ. Это другие негодяи, как бы. ეს სხვები არიან არამზადები. А я просто вот искренний, как бы, но несовершенный. მე უბრალოდ გულწრფელი ვარ, მაგრამ არ вар სრულყოფილი ჯერ. Или наоборот, я тоже замечал такую вещь, как бы подойти раз в год увидеться с Гуру Махараджем где-то там в Индии или на ретрите. ასეთი რამე შემომჩნია ერთხელ წელიწადში ერთხელ მივხვალ უბრალოდ გურუ მაჰარაჯს, რომ შევხვდე ინდოეთში ან რეტრიტზე. Как бы рассказать, чем я занимаюсь, вот Гуру Махарадж, я делаю то-то, это, как бы выдавить благословение на свою деятельность из Гуру Махараджа. უთხრა რომ ეს ამას ვაკეთებ, იმას ვაკეთებ და ასე ვთქვათ, წყალობა გამოიტანო გურუ მაჰარაჯიდან შენ საქმიანობაზე. Ну и, естественно, Гуру Махарадж скажет, хорошо, занимайся. რა თქმა უნდა, გურუ მაჰარაჯა იტყვის, კარგი, გააკეთე ეს. И потом уехать как бы к себе в ятру и тыкать этим благословением. Все, Гуру Махарадж мне сказал делать это, я буду делать это, кто бы что ни говорил. შემდეგ წახვალ შენს თეატრში და მე გურუ მაჰარაჯმა მითხრა რომ ეს ვაკეთო და მე ამას გავაკეთებ, ვინც არ უნდა მითხრას რამე სხვა. И неудивительно, что вот часто потом у преданных с таким подходом пропадает энтузиазм очень быстро. და საოცარი არ არის, რომ ასეთი მიდგომით ძალიან სწრაფად უკრებათ ხოლმე ენთუზიაზმი ერთგულებს. Потому что так или иначе мы все равно подвержены тому, что низшие гуны нас иногда придавливают. რადგან მაინც დაბალი გუნების გავლენის ქვეშ ვართ და ზოგჯერ გვაწვება ხოლმე ეს დაბალი გუნები. Что значит придавливают гуны? გუნები გვაწვება რას ნიშნავს? Это значит, что гуны это как бы естественный ответ на наши желания. Они приходят к нам из-за наших желаний. გუნები არის ბუნებრივი პასუხი ჩვენ სურვილებზე, ის ჩვენი სურვილების გამო მოდის ეს გუნები. Да, Бхагавад-гита 3.27, по-моему. Бхагавад-гита 3.27 дает на это ответ, что мы сами не действуем, нам только кажется, аханкара вимудхатма. То есть нам кажется, нашей аханкаре только кажется, что она что-то делает. На самом деле это все гуны делают. ცნამში ჩვენ არ მოქმედებთ, ჩვენს ახანკარეს გონია რომ მოქმედებს, ცნამში ყველაფერს гунები აკეთებს. И, конечно, как ответ на наши желания из прошлого, желание наслаждаться, даже уже когда мы находимся на пути преданного служения, эти гуны могут приходить как ответ на желание из прошлого. და ეს გუნები შეიძლება მოვიდეს თუნდაც ერთგულ მსახურებისას, როცა წარსულში რო ქონდა რაღაც სურვილები, ეს პასუხად მოდის ეს გუნები. И тогда просто необходимо, чтобы в нашей жизни была садхусанга. და მაშინ უბრალოდ აუცილებელია რომ ჩვენს ცხოვრებაში სადუსანგა იყოს.
То есть я на своем примере знаю, как проще, легко становится на сердце, когда есть рядом старшие преданные, ты можешь к кому-то прийти, раскрыть как бы свое сердце. მე ჩემს მაგალითზე ვიცი რამდენად სუბუქად ხდები ხოლმე როცა ახლოს უფროსი ერთ გულია შეგიძლია გული გაუხსნა. И преданные, особенно старшие преданные, они хорошо это поймут, потому что сами это все проходили. და უფროსი ერთგულები კარგად გაიგებენ ამას, რადგან თვითონ გაუვლიათ ეს ყველაფერი. У нас, конечно, опыт есть материального мира того, что если я раскрою свое сердце, свои недостатки, ну, в материальном мире обычно люди скажут, ну да, мы так и знали, что ты такой негодяй. ჩვენ რა თქმა უნდა მატერიალური სამყაროს გამოცდილება გვაქვს თუ გაუზიარებთ ჩვენს გულს ვინმეს ისინი გვეტყვიან კი რა თქმა უნდა ვიცოდი კიდეც ესეთი არამზადა რო იყავ. Но поскольку преданные сами всегда находятся вот в этой позиции трансформации своего сердца, მაგრამ რადგან ერთგულები სულ ამ თავისი გულის ტრანსფორმაციის პოზიციაში არიან, они хорошо понимают, насколько дорого это стоит, что ты можешь это раскрыть. მათ კარგად ესმის რამდენად ღირს რომ ამის გახსნა შეგიძლია, რამდენად გასეულია. Потому что это как лечебная, как некая какая-то операция, чтобы это вычистить, почистить, это надо сначала раскрыть. რადგან ეს ოპერაციასავით არის, ეს რომ გაწმინდო ჯერ უნდა გახსნა. Нас там, ну, у меня так точно, там ржавый механизм с такими шестеренками, которые не хотят крутиться. ჩვენ მაგალითად მე ზუსტად მაქვს ესეთი დაჟანგული მექანიზმი, რომელსაც ატრიალება არ უნდა. И чтобы эти шестерни сердечные как-то заработали, надо туда вот капать это масло в виде садусанги. და ამან რომ მექანიზმი გულში რომ ემუშაოს სათუსანგას სახით ეს ზეთი უნდა ჩავაწოთოთ ხოლმე. Даже если это, ну, немного больно вначале. თუნდაც ცოტა მტკივნეული იყოს თავიდან. И у нас есть такие преданные в Ятре, я вот очень рад, есть и Дайананда Свами Махарадж, Шакши Прабху, Маджара Дабава. ჩვენ ყავს ასეთი ერთგულები იატრაში დაინანდა სვამი მაჰარაჯა აქშეჯა პრაბჰუ რათაფაო матаджи. И пользуйтесь, пожалуйста, все этим, общайтесь с этими преданными. გთხოვთ გამოიყენეთ ყველა მის შესაძლებლობა ურთიერთობა გქონდეთ ამ ერთგულებთან. Так, что еще есть тут? Да, между преданными просто так не получится, может быть, сразу общаться и подходить и получать какие-то наставления. И сначала формальные отношения происходят, как ни крути. რა თქმა უნდა თავიდან შეიძლება არ გამოგვივიდეს მაშინვე ურთიერთობა და დარიგებების მიღება თავიდან უფრო ფორმალური ურთიერთობები ხდება ხოლმე. То есть должно развиться какое-то доверие. ჯერ რაღაც ნდობა უნდა გაგვივითარდეს. Точно так же, как у Махараджа Читракету, у него он сначала не принял то, что говорил Ангира Муни. როგორც მაჰარაჯა ჭიტრაკეტუმ ჯერ არ მიიღო თავიდან რასაც ანგირა მუნი ეუბნებოდა. Ангира Муни позвал Нараду. ანგირა მუნი ნარადას დაუძახა. И Нарада Муни и Ангира Муни начали вместе уже проповедовать. და ნარადამ და ანგირა მუნი ერთად დაიწყეს ქადაგება. И уже потом, когда Нарада Муни прибег к хитрости и оживил тело его сына мертвого и начал через него говорить. შემდეგ როცა ნარადამ ესეთი ხრიკი გააკეთა რომ გააცოცხლა მისი მკვდარიშვილი და უკვე მისი მეშვეობით დაიწყო ქადაგება. Это как-то вот пробило сердце Махараджа Читракету. ეს რაღაცნაირად მაჰარაჯა ჭიტრაკეტუს გულში შეაღწია. И потом, когда он уже получил садану, он уже получил мантру. შემდეგ როცა მან უკვე სათანა და მანტრა მიიღო. По-моему, если я не ошибаюсь, 7 дней всего заняло, ну, то, что он повторял мантру, и вот через 7 дней он уже получил даршан Господа. თუ არ ვცდები 7 დღე დასჭირდა 7 დღე იმეორებდა მანტრას და უკვე უფლის დარშანი მიიღო. 3 дня даже. 3 даже. 3 დღეო აქშეჯა პრაბჰუ. Да. Ну вот, тут все точно больше, чем 3 дня повторяют. აქ ალბათ ყველა ზუსტად 3 დღეზე მეტია იმეორებენ მანტრას. И, ну, то есть должны какие-то быть условия, чтобы развилось доверие. რაიმე პირობები უნდა იყოს ნდობა რომ განვითარდეს.
И эти условия, то есть, на самом деле, это общение, и какое-то совместное служение с преданными. და ეს პირობები არის ურთიერთობა და ერთობლივი მსახურება ერთგულებთან ერთად. То есть садусанга и баджана крия. სათუსანგა და ბაჯანა კრია. И через какое-то время появляется какое-то видение, что ну, это не просто материальная какая-то оболочка. და გარკვეული დროის შემდეგ გვიჩნდება ხედვა, რომ ეს უბრალოდ მატერიალური გარსი არ არის. Не просто личность какая-то в тхоте или в саре. ეს არ არის уბრალოდ ვიღაცა პიროვნება თოთიში ან სარიში. То есть появляется вера, что этот человек действительно хочет мне блага настоящего. გვიჩნდება რწმენა, რომ ამ ადამიანს ნამდვილად სურს სიკეთე, Хочет, чтобы я стал чистым преданным. რომ მე გავხდე წმინდა ერთგული, მე სიკეთე მომიტანოს. И хочет этим самым порадовать тоже Кришну. და სურს რომ თვითონაც გაახაროს ამით კრიშნა. И вот тогда важно рассмотреть вот эту драгоценность, которую Кришна нам дает. და მაშინ ზუსტად მნიშვნელოვანია ეს ძვირფასეულობა დავინახოთ ხოლმე კრიშნა, რასაც კრიშნა გვაძლევს. И ценить это, и не пренебрегать этим. ვაფასებდეთ ამას და არ უგულებელყოთ ეს. Вот, наверное, все. Харе Кришна, если есть у кого-то какие-то вопросы, дополнения. ჰარე კრიშნა, აქ დავასრულებ თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, დამატებები. Харе Кришна, можно, у меня есть вопрос. Уточнение. Вы в начале лекции говорили, что мы должны себя отождествлять, я не брахма, не шудра, не кшатри, и служить как, я слуга, да, Господа. А потом вы сказали, что наши шикшакуру нас занимают в соответствии нашей природы. Значит, немножко противоречие здесь, как сказать. Значит, все равно есть у нас природа, по которой нам надо заниматься, да? Да, природа есть, она в любом случае, от нее никуда не уйти. Я даже, спасибо, что напомнили, потому что я даже хотел сказать, что часто чувствуется вот природа, даже когда что она существует, даже когда мы говорим, это грузины, это белорусы, это русские, и я как бы понимаю, что это только телесная концепция, но я все равно вижу, вот тут такая разница характера, тут такая разница характера, и как бы дело в том, что на что мы делаем акцент. Да, на природу есть, но если мы делаем акцент на то, что я хочу служить как брахман, чтобы утвердиться как брахман, или я хочу служить, чтобы утвердиться как кшатрий, это как бы одна позиция. А если я просто понимаю, что у меня есть вот такие вот данные, да, они есть там по карме, или Господь меня наделил вот такими качествами, и я их занимаю, но я их занимаю, чтобы не утвердиться в своей материальной природе, а я их занимаю, чтобы утвердиться как преданный. Только в этом разница. შეკითხვა მდგომარეობს იმაში, რომ კი რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს, უпростоრად შეკითხვა იყო ის, რომ თქვენ თავიდან თქვით, რომ არ უნდა წარმოვიდგინოთ, ვიყოთ ბრაჰმანები, ქშატრიები და ასე შემდეგ ლექსიც მოიყვანეთ, მაგრამ შემდეგ თქვით, რომ უფროსი ერთგულები და შიქშაგურუები ჩვენი ბუნების შესაბამისად გვასაქმებენ. ანუ აქ რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობასავით არის, მაგრამ პასუხი იყო ის, რომ რეალურად რა თქმა უნდა ბუნებას ვერ გავექცევით, ეს გვაქვს, მაგრამ ჩვენ უნდა მივიღოთ ეს როგორც მოცემულობა, ეს რაღაც არის და მე ვმოქმედებ, მაგრამ არა იმიტომ, რომ სიტყვაზე გამტკიცდა როგორც ბრაჰმანი ამ ქშატრია და გამტკიცდა ამ ბუნებაში. არამედ ამ ბუნებას ვიყენებ, რომ გამტკიცდა როგორც ერთგული. Харе Кришна, спасибо. Да, и я еще сам хотел добавить, что я вот говорил, что надо общаться с преданными, подходить, раскрывать свое сердце, но это не должно, я хотел вот только добавить, что это не должно превращаться в бесплатный сеанс у психолога. ასევე მე ვთქვი, რომ ერთგულებთან უნდა მივიდეთ, გავუზიაროთ ჩვენი гули, მაგრამ მინდოდა დამატებინა, რომ ეს არ უნდა გადაიქცეს психологთან უფასო сеансად. Когда мы каждый раз прибегаем, чтобы скидывать какой-то негатив там у себя накопившийся.
როცა ყოველ ჯერზე მივდივართ, რომ რაღაც ნეგატივი ვესწროლოთ, რომელიც დაგვეგროვდა. И, ну, не стоит вот в такую вот пиявку превращаться. არ შეიძლება არ ღირს რომ ასეთ რაღაცად გადავაქციოთ ეს. Еще очень важно, чтобы кому раскрываешь сердце, этот человек должен принимать себя. Между вами должны быть обязательно отношения. Да, конечно. ასევე მნიშვნელოვანია რომ ვისაც გულს უხსნით იღებდეს ეს ადამიანი და თქვენ შორის იყოს რაღაც ურთიერთობა. И доверие. და ნდობა. Да. Ак шарепрапу еще что-то хотел сказать, просто потом выключил микрофон. Ак шарепрапу, вы хотели что-то сказать? Я хотел сказать, что нужно время на перевод оставить, потому что он стал большими цитатами говорить. Вот все, что я хотел сказать. Но уже вы начали... да, я учту. Но вы уже начали переводить, ради бога. Хорошо, спасибо. Все. Вот Марьям хочет задать вопрос. Харе Кришна, помните, пожалуйста. Харе Кришна, плохо слышно, Мари. А сейчас? О, сейчас хорошо. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. Где найти эту грань, когда ты обращаешься постоянно к старшим по какой-то мелочи? Вот у меня такое есть. Я постоянно по какой-то мелочи могу обращаться, хотя это сама могу решить. Вот грань, где ты по мелочи обращаешься, либо когда реально серьезный какой-то вопрос, ты можешь вообще не обратиться. Вот где найти эту грань, чтобы и не беспокоить, но чтобы когда вот реально важно, нужно обратиться. სადვიპოვოთ ეს ზღვარი, რომ არც უბრალო რაღაცეებზე შევაწუხოთ ხოლმე უფროსები, არც და რამე სერიოზულ რაღაცეებზე მივმართოთ. ანუ ეს ზღვარი სადვიპოვოთ, რომ ხშირად არ შევაწუხოთ ხოლმე უბრალო რამეებზე. Ну, эту грань показывает, как на мне, тут уже будет моя какая-то спекуляция, эту грань показывают именно личные отношения между вами. ეს ზღვარი გვიჩვენებს უკვე თქვენ ამ ზღვარს აჩვენებს თქვენი პირადი ურთიერთობა თქვენს შორის. И когда есть отношения, можно, не поверите, можно спросить у преданного. Როცა ურთიერთობა არის, შეგიძლია კითხო ერთგულს. Ну, то есть, насколько я доставляю ему беспокойство вот этим всем. რამდენად ვაწუხებ ხოლმე ამ ყველაფრით. И с какими вопросами я могу к нему подходить. და რა შეკითხვებით შეიძლება მივიდე ხოლმე მასთან. То есть я не стану спрашивать у гуру Махараджа или каких-то саньяси или брахмачари какие-то вопросы, связанные там с семейной жизнью. მე მაგალითად არ დავუსვამებ შეკითხვას გურუ მაჰარაჯს, ვინმე ბრაჰმაჩარებს ან სანიასებს ოჯახურ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს. И рассказывать им про то, что я там с женой поссорился или поругался вчера. და არ მოუყვები რომ გუშინ ცოლს ვეჩხუბე. Но есть какие-то преданные грехастки, с которыми могут быть близкие там отношения, они в этом сведущие в этом вопросе, и можно к ним подойти с этим вопросом. მაგრამ შეიძლება გრიჰასთა ერთგულები იყვნენ, რომლებსაც არ ყვევიან ამ საკითხში და მათ შეიძლება ვკითხოთ ამის შესახებ. Надо понимать, вы задаете вопрос или вам просто надо выговориться о том, как тяжело и плохо. მაგრამ უნდა გესმოდეთ თქვენ შეკითხვას, რომ თუ უბრალოდ გინდა რომ გააზიაროთ რომ თუ მდგომარეობაში ხართ. Это хорошо, когда в нашей жизни есть тот, кому мы можем рассказать, как плохо сейчас. კარგია თუ როცა ჩვენ ცხოვრებაში არის ვიღაც, ვისაც შეგვიძლია მოუყვეთ, რაც უდად варთ ეხლა. Но нехорошо, если мы используем это как вот какой-то носовой платок, в котором мы постоянно плачемся. То есть мы должны сами становиться тоже таким преданным, который может это тоже давать другим. მაგრამ არ უნდა გამოვიყენოთ ის ერთგული როგორც ცხვირსახოცი, რომელსაც როცა ვტირით მოვიწმინდოთ ხოლმე, ჩვენს უნდა მივცეთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, სხვას. И старшие преданные, они получают эту силу не просто так, то есть им, это от Господа приходят такие полномочия, что они могут выдерживать эти вещи. და უფროსი ერთგულებს უფლისგან მოწთ ხოლმე ეს უფლებამოსილება, რომ შეუძლიათ ამ ყველაფრის ატანა. И служа им, мы тоже можем такие же качества обрести. და მათი მსახურებით ჩვენ შეგვიძლია ასეთი თვისებების მოპოვება.
Вот я как-то так вижу. მე დაახლოებით ასე ვხედავ. Харе Кришна, Ванамали Гопал Прабху. Кришна. Так, спасибо большое за лекцию. И так радостно видеть вот вас, которые новое поколение даете лекции. Вчера Раты Бушана Прабху, удивительную лекцию, сегодня вы. И так здорово смотреть, смотришь на вас и радуешься. И еще одно преимущество есть, оказывается, видео включать во время лекции. Тут лектор, хочешь не хочешь, когда Ратапава с экрана смотрит, не причислять к чему-то невозможно. Так что вот, как не хотите, причислили к старшим преданным, хотя у нас в храме полно этих старших преданных. Харе Спасибо Кришна. вам за возможность. Так что нужно включать камеры. Харе Кришна, могу я один такой вопрос задать? Да, конечно. Вопрос у меня в чем? Ну, я немало лет в сознании Кришны, но я хочу, чтобы вы это ответили честно просто, без всяких этих конкретно, то есть меня это не заденет. И у меня никогда не возникают вопросы. Это что такое? Это почему так происходит? К чему это? Я ж не параматма в вашем сердце, который все знает. Что у вас там, почему у вас не возникают вопросы? Ну, куча причин. Может, вы реально во всем разобрались и все знаете. Да, нет, я бы так не сказала. Просто меня это очень удивляет. Вот у меня, можно сказать, редко появляются вопросы. За все эти годы, может, 1 или 2 раза. Ну, то есть как, вы слушаете, читаете, и все сразу, все понятно? Ну, вроде понятно, но все равно должны же возникать вопросы. Я помню, как-то вот, когда я еще в Грузии жила, к нам часто приезжали духовные учителя, и после одной лекции, вот я не помню, кто был именно, он спросил, есть вопросы? И мы все молчали, абсолютно все. Никто ничего не сказал. Там у нас прилично было, человек, может, 18-20, я не знаю, может, даже 25. И он как-то разозлился и сказал, ну, или вы ничего не понимаете, или вы уже святые. Ну, как бы Ну, все. да. И вот неловко мы себя почувствовали, конечно. И вот поэтому, и ладно, год прошел, 2, 3, 4, ну, чтобы не возникали вопросы, это о чем говорит? Вы можете мне прямо сказать, я не... Ну, знаете, бывает еще так, что мы что-то не понимаем, но мы не понимаем тот факт, что мы не понимаем. Понимаете? По мере очищения происходит то, что у нас открываются какие-то новые грани, какое-то понимание. И, то есть мы иногда даже своих недостатков не видим, просто мы вот сильно закрыты в какой-то шкарлупе, такой материальной, ментальной, и не видим каких-то вещей. И по мере очищения они такое бывает, преданные начинают мантру повторять, и такие, что такое, Гуру Махарадж, я мантру повторяю, а у меня тут какие-то негативные вообще эмоции, качества какие-то вылазят, я этого до чего не видел, а вот просто Четвардарпана Марджаном очищение происходит. Понятно. Может, они появятся. Понятно, что ничего не понятно. Ну, постараюсь разобраться, конечно, в этом. Окей, спасибо вам. Я могу добавить по вопросу Матаджи, если позволите. Да, вот интересно, что Акшиджи Прабху скажет. На самом же деле я уверен, что Матаджи и Лене интересно же слушать. Вы же сюда не просто так каждый день приходите. Есть интерес у вас? Ну, конечно, о чем речь? И хотите что-то узнать же, да? Хотя бы иногда. И я даже если то же самое буду слышать, мне это доставляет удовольствие. Ну да. На самом деле, значит, у вас есть внутренний запрос. Вот. Просто нам сложно его иногда сформулировать. Я сам такой. И я сам задавал себе этот вопрос, почему у меня не возникает вопросов. Я не одна такая. Я думала... Нет, не беспокойтесь, я в точности такой же. На самом деле вопросы есть, но мы их либо не осознаем, либо не можем сформулировать. И потом часто, когда я слышу лекции, кто-то другой вопрос задает, другой человек, и думаю, вот, так что меня вот это вот интересовало. Это как бы проявляется. Я думаю, у вас такое же. Бывает, да, такое тоже бывает. Да. Ну, значит, все нормально, не беспокойтесь.
Значит, вы как бы, может быть, еще и не святая, но в то же время не первый вариант, как этот проповедник сказал. Нормально. Понятно. Нормальный рабочий Я вариант. думала, Всё это хорошо. большой недостаток в сознании Кришны, потому что Не-не, Писания, они из вопросов и ответов состоят. Все абсолютно. И Шримад Бхагават, и Бхагавад-гита. Без этого никак, как бы. Но почему не возникают вопросы, Ну, меня всегда удивляло. бывает они еще есть. такое, да, что когда у тебя возникает, и ты вдруг в лекции слышишь уже ответ. Или книгу читаешь, и тут же он приходит ответ. Он возникает, но ты уже ответ в следующих или комментариях, или в стихах получаешь его. Да, Тут да, же. И нет такой ситуации, что именно вот лектору задать вопрос. Ты уже, может, получил его уже внутри. понятно. Вот Вопросы только, всегда будут. только говорите уже о вопросах. Вот у меня вопрос. Харе Харе Кришна. Можно, да? Да, конечно. Ванамали Гопал Прабhu, Харибол. Спасибо Харибол. вам за лекцию. Вы, в принципе, да, на мой вопрос какую-то добавку уже сделали, но я все равно задам этот вопрос, так как я хочу вот глубже понять, да, вот настроение преданных в отношении к этому вопросу, да. Вот вы говорите, что важно, да, иметь какого-то старшего преданного, перед кем ты можешь открыться иногда, свои негативные стороны показывать и так далее, да. И вот мне хочется узнать, да, в чем суть такого открытия, да, когда подходишь, да, что должны в результате извлечь с этого, или почему должен преданный, да, вот таким образом поступить. Харе Кришна. Харе Кришна. Ну, я вижу суть в том, что у нас есть какие-то недостатки, которые мешают преданному служению. То есть суть тут не только конкретно в самом именно очищение ради очищения, а очищение ради того, чтобы стать слугой Кришны. И одно дело, когда мы не хотим от них избавиться, а другое дело не можем. Вот когда мы не хотим, мы как бы их понимаем, но мы их в себе носим закрыто. То есть я вот такой там завистливый, вот такой преданный, ну хорошо бы измениться, но я продолжу таким быть как бы. То есть не хочу чего-то, или у меня есть там, допустим, я принципы нарушаю, у меня есть какая-то привязанность, вот, я вот привязан, люблю сигареты курить, допустим, вот. И если я не хочу от этого избавиться, я не пойду никаким старшим. Но также иногда я не могу, потому что иногда на это не хватает просто сукрити какого-то благочестия, каких-то духовных сил не хватает. Я сам маленький, и у меня нету сил от этой анархии избавиться. Вот. А когда ну, это значит, что я просто не могу. Но если я хочу и не могу, я иду как бы на это, иду, показываю свою анархию этим преданным, которым я доверяю, с которыми у меня есть отношения. Вот. И они помогают мне от этого избавиться. То есть в моей жизни это не раз такое перевод? происходило. Не надо уже? Да, забыли про перевод, я прошу прощения. ფაქტობრივად პრაფუნდა შეკითხვა რომ იქნება ახსზე გითხრათ რატომ უნდა მიმართოს ხოლმე ერთგულმა უფროს ერთგულებს გაუზიაროს თავისი სირთულეები და ასე შემდეგ და პასუხი იყო ეს რომ ეს იმისთვის უნდა მოხდეს იმისთვის ხდება რომ როცა ვინმეს უზიარებთ რაღაც პრობლემას უეხმარება ეს რომ ისინი გვეხმარებიან რომ ჩვენ გავიწმინდოთ ამ ანარქიისგან მაგალითად თუ სიგარეტს ვეწევი ეს მიშლის ხელს მაგრამ ეს არ არის გაწმენდა უბრალოდ გაწმენდისთვის ეს არის გაწმენდა იმიტომ რომ უბრალოდ ერთგულის სამსახურება უკეთესად შევასრულოთ ხოლმე. Это, то есть, первая часть, она, то есть, связана с тем, что мне что-то надо от старшего преданного. А вторая часть, что вот в этом близком общении с старшими преданными, когда я им доверяю, когда я вижу в этом гуру тату, значит, Кришна как через гуру тату проявляет свою волю того, чего он хочет. Я могу понять, что от меня хочет Кришна, когда я вижу настроение этих преданных. Я могу понять, он доволен сейчас мной или недоволен. ასევე როცა უფროს ერთგულებთან მაქვს ურთიერთობა კრიშნა ავდენს ხოლმე საკუთარ თავს ამ უფროსი ერთგულებისგან და მე შემიძლია გავიგო კრიშნას ნება, გავიგო კმაყოფილია ის თუ არ არის კმაყოფილი ჩემით. გავიგო რა უნდა რომ მე მას კრიშნას რომ მე გავაკეთო. Харе Кришна. Можно я добавлю? Да, конечно, нужно.
Один раз Дамодар Ачарам проповедовал у нас, и вот задали этот вопрос, и он сказал, что у нас нет шансов прогрессировать духовно прогрессироваться, если у нас нету хоть одного человека, который может нам сказать, что замечание дать или как-то сказать, когда мы сердце открываем, и что мы неправильно что-то делаем. Как-то дать наставление, и как сказать, чтобы он мог нам помочь в духовной жизни. Если такого человека нет в нашей жизни, у нас шансов нету прогрессировать. ასეთი დამატებაც არის, რომ ერთხელ Დამოдар Ачарამ პრაფუნ თქვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს პროგრესის შანსი, თუ არ გვყავს ცხოვრებაში ისეთი ადამიანი, რომელმაც პირდაპირ შეგვიძლია ვითხრას, რომ აი რას ვაკეთებთ არასწორად. თუ არ არსებობს ასეთი ადამიანი, ვისაც ამის თქმა ჩვენთვის შეუძლია, ჩვენ არ გვაქვს პროგრესის შანსი. Это могу я тоже добавить, да, от себя что-то, просто чтобы больше раскрылась эта тема, да, потому что я вот задавая этот вопрос, да, что имел и подразумевал, да, что уйма вопросов существует, в первую очередь я хочу это отметить, что по которым можно советоваться с любым, старшими и равными, преданными, и без проблем вообще в связи с этим. И можно, это ежедневности проявляется, да, мы это на практике все знаем. Но просто когда вопрос касательно нашей конкретно индивидуальной проблемы, да, о котором мы уже знаем, что это негатив. Просто я вот так сопоставлю вопрос, да, когда ты приходишь к человеку и открываешь этот твой негатив, да, вот это процесс открытия и процесс служения этому преданному, к которому подходишь, да, тем преувеличивает вот один второму, да. Можно этому преданному просто подойти и послужить хорошенько, зная о своих негативных качествах. Почему ему обязательно надо свои негативные раскрыть, свои негативные стороны? Почему вот такой преданный, который решился открыть сердце этому преданному, почему хорошенько он ему не послужит и тем самым очистится, да, от всего негатива? Вот просто мне непонятно, вот что дает открытие сердца перед преданным, которым ты можешь, если ты осознаешь, что у тебя это негатив, послужи ему, ну просто возьми и послужи. Что особенное дает тот факт, что ты открываешь просто перед ним это негатив. Ფაქტობრივად პროფესიონალურად დამატება ასევე რომ არის რაღაც საკითხები, ვისაც ნებისმიერგან მიყითხავ, ხო მეგობარს კითხავ, რჩევას, ერთგულს კითხავ, რჩევას, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, სადაც უკვე შენ ხვდები, რომ ეს პრობლემაა და ეს გამოსასწორებელი გაქვს ეს რაღაც შენში. თუ ამას უკვე აცნობიერებ, რატომ უნდა გაუზიარო ეს მაინც და მაინც ვინმეს უფროს ერთგულს მაგალითად, როცა შეგიძლია უბრალოდ რომ ამ გაცნობიერებით, რომ მე ამისგან გათავისუფლება მჭირდება, შემიძლია მივიდე და მას უბრალოდ ვემსახურო. და ეს გამწმინდავს მე გამათავისუფლებ მე თუ უკვე ვაცნობიერებ ამას რომ ეს მოსაცილებელი მაქვს რატომ არის აუცილებელი მაინც და მაინც რომ ეს ვუთხრა Ну, я бы, конечно, еще... Это интересный вопрос, и было бы интересно что-то поискать еще из шастр по этому поводу. საინტერესო შეკითხვა, კარგი იქნება შასტრებშიც მოვიძიოთ ეს ამასთან დაკავშირებით რა. Но, во-первых, появляется сразу встречный вопрос, а в чем проблема, чтобы не раскрывать сердце? Да. Нет, никаких проблем в связи с этим тоже нету, в принципе, если в случае искреннего преданного, да, если закрытого, замкнутого, да, у них проблемы очень огромные, да, в этом связи, но просто нет не то, что не можешь раскрыться, да, просто я не критично этот вопрос задаю, просто я искренне хочу сам понять, да, я не то, что сейчас вам какой-то вопрос задаю, как это объяснить на русском. Не, я понял, в чем вы, я просто имею в виду настроение о том, что... поняли, да, потому что мне самому лично, да, непонятно, когда я осознаю свой негатив,
я это же знаю сам себе, да, я могу и очень многими методами, да, послужить этому преданному, что-то хорошее сделать, но вот что мне дает раскрытие перед ним, да, вот этого негатива, вот это мне нужно. Я понял. Я просто Харе думаю о Кришна. том, что есть же вот этот стих, который рассказывает об развитии отношений, где надо угощать, вкушать вместе, дарить подарки, принимать подарки, и также слушать о сокровенном и открывать сокровенное. То есть вот эти 6 вещей, которые наши... Тут же речь вообще о садхусанге, то есть чтобы она качественно происходила, нужны вот эти отношения. То есть можно пойти кому-то послужить, и отношения на самом деле не факт, что они появятся. То есть можно ни с кем не общаться, ну, как бы какой-то сукрити получать, за кем-то что-то пойти, там, туалет почистить, вот. Не факт, что только от этого отношения разовьются. А здесь как бы ты просто, если мы как бы, почему я сказал вопрос, что в чем вопрос, ну, в чем проблема раскрыться? То есть как будто, когда, ну, на мой взгляд, как будто, когда мы не можем открыть сердце, мы вот эту вот вещь, мы эту анарху, мы еще в себе лелеем, мы ее как-то прячем, то есть нет вот этого желания простоты, быть простым каким-то, неважно каким, как бы. То есть мы выбираем такой путь, что я вот скроюсь и пойду каким-то вот обманным путем, я скроюсь, пойду вот там вот послужу, но вот открыть на поверхности ее как бы не выпущу, и как-то вот какой-то лайфхак такой вот сделаю, чтобы устранить ее как бы внутри. Опять я сам, то есть в этом есть немножко того, что я сам послужу, я сам сделаю, вот, а раскрывать не буду. Можно вот к этому вопросу то же самое, что о чем говорит Бхактивинод Прабху, у меня было, ну, можно вот как параллель Господу. Вот я считала, ну, зачем нужно Господу раскрывать там какое-то общение, вот свои проблемы, боли или просить, или что-либо, да? Он же все знает, он у меня в сердце, параматма. И зачем как бы? Я буду служить и вот буду продолжать, и все это само собой как бы уляжется или пройдет. И ты понимаешь, что так ты не чувствуешь Господа уже как личность. Ты уже к Нему уже относишься как к Богу уже. Все, вот Он там, я здесь. И нет вот этого, ты мостик в отношении не перекидываешь. Уже нет отношений, нет чувств, ты не чувствуешь его как личность. И дистанция, она будет эта дистанция. А вот такие вещи, вот когда ты можешь открыть сердце, вот просто даже не с кем-то, вот поделиться с Господом, вот рассказать, хотя ты понимаешь, что Он знает. И тогда легче, и тогда ты ощущаешь, что Он всегда рядом, что Он Господь, что Он личность, и что действительно это самый лучший друг. Это вот как позиция Деваки и Яшоды, да? Деваки хотела сына как Бога, а Яшода Бога как сына. И она вот к нему как сыну, эти отношения, хотя он проявлял себя как Господь, но она не видела этого, она видела сына, и были общения. А Деваки, она понимала, что перед ней Господь, и там совсем другие отношения. Но я в другую степь, я хочу сказать, что это элемент доверия. Это не то, что я свой негатив там выливаю на кого-то, да, а то, что я открываю сердце, и там отношения. И вот я знаю пример Акшаджи Прабху, у них несколько человек есть, как он говорил, которые в неделю раз, там, или не знаю, как часто, они могут просто делиться сокровенным, и это болью, и это чтобы не было. И это укрепляет. Ты понимаешь, что есть кто-то, кому ты можешь открыться, и неважно что. И на сердце легче становится, и хорошо становится. И ты понимаешь, есть такие личности, кому это интересно, кто может в любой момент быть рядом. И не важно, что он даже что-то ответит, он просто выслушает. И это перекидывание мостика, отношений. И сознание Кришны есть отношения, и отношения с Богом есть вот просто отношения. Если нет отношения чисто формальные, а то, что у меня оно внутри, я знаю, это другое. И это действительно большая находка и удивительная находка, если есть с кем вот так просто поделиться. Харе Кришна. Харе Кришна. Могу добавить немножко, если позволите, или Да, время да, позволит. интересно, Акшаджи. Услышать ваше мнение хотела как раз. На самом деле нам не нужно заставлять себя и говорить, вот я должен раскрыть ему сердце. Это естественно происходит.
когда у нас, как Матаджи Радабава говорила, возникает доверие, отношения, это, естественно, я хочу поделиться, что у меня в сердце. Потому что отношения, это значит, мы делимся самым ценным. Вот. А самое ценное у нас наше осознание наших отношений с Кришной, в том числе наши проблемы, которые мы осознаем, они тоже сюда входят, вот, поскольку они мешают нам. Это один момент. А второй момент, он более практичный. Да, я могу служить преданному, и за счет этого я надеюсь, что я избавлюсь от какой-то анархии. Но, как сказал Вадим, в этом случае я более-менее на себя надеюсь. Но когда я раскрываю свое сердце, об этой вещи узнает другой преданный. Не обязательно этот старший преданный, даже если он очень сильный сатту, знает о моей конкретной проблеме. Но когда ему раскрываю сердце, он видит мои глаза, видит, как я переживаю за этой проблемой, и у него сразу возникает энергия сострадания. И вот за счет этой энергии сострадания как раз и происходит избавление от этой проблемы. Не только благодаря нашему служению, да, это хорошо, что мы служим, и мы должны служить, но в основном благодаря милости этого преданного, потому что он входит в наше положение в этот момент, он чувствует нашу боль, и он хочет очень сильно сердцу нам помочь. И вот тогда все начинает происходить. Харе Кришна. Everything starts to happen. Извините, у нас здесь в чате тоже есть, но она уже оставила, вышла из чата. Деванги Матаджи тоже хотела задать вопрос. Извините, все. Ну все, наверное. Я хочу одну вещь добавить, если можно, да, в связи с этим. Вот какой это песню, которую мы читаем, да, к этому песню первой главы Шрила Прабхупада такой вещь пишет там, что когда человек действует, да, как бы, как это на русском выразить, концентрируясь на плоды, да, своего действия, обязательно он всегда совершает греховные поступки, да, и ради как бы нейтрализования этих греховных поступок, да, и греховных реакций, да, там рекомендуются разные виды покаяния, да, и в то же время, да, он отмечает, что но никакой вид покаяния, да, не доходит до преданного служения, потому что преданное служение сама как бы искореняет тенденцию греховного поступка, да, и просто мне хотелось вот узнать, что Акшаджа Прабху, когда он говорит, что сострадание проявляется из преданного, да, мы знаем, что преданный, да, на всех очень сострадательно и так смотрит, да, это не то, что мы подходим и потом он проявляет сострадание, у них это настроение в сердце сострадательное ко всем живым существам, также, да, потому что они, видя, как живые существа мучаются в этом мире, уже сострадание возникает у них в сердце, но просто мне просто непонятно, когда ты подходишь со своим негативом, да, вот как это сострадание увеличивается у преданного, потому что у нас, да, в практике очень много негатива проявляется, и мы все знаем на практике, что мы не проявляем на каждый негатив перед каким-то преданным, как бы не бы хотели строить отношения, потому что строение отношений тоже не том проявляется, что просто проявляешь свой негатив. Разные виды тоже можно это употреблять, чтобы построить отношения с преданными, да, не только вот проявление своих негативов, да, можно с преданными строить отношения на здоровом основе, да, и вот мне это хочется знать, что если послужить этому преданному, почему ты сам на себя надеешься? Почему? Как раз не надеешься на себя, служа этому преданному. Ты имеешь такую надежду, что вот послужа ему, вот я извлеклю
это благо, да, не то, что я на себя надеюсь. Аре Кришна. Кришна. Можно одну минутку? Здесь Дайананда с вами отвечает на ваш вопрос. Он пишет, когда мы каждый день слышим регулярно и общаемся с преданными, если мы интроспективны, ну, в любом случае, через этот процесс мы все равно получим ответы на наши вопросы. И здесь он приводит, как бы ссылается на текст из Шримад Бхагаватам 1.2.16, указывает нам, где об этом говорится. Это, наверное, он на Ленин вопрос отвечал. Ну, вот сейчас зашел этот ответ, Да, и да, я да. зачитываю. This is Maharaj, the answer to Helena's question. Вопрос про вопросы. The question about questions. Yeah? Also, 1 to 17 and 18. Значит, здесь также Шримад Бхагават 1, 2, 17 и 18 стихи. And also, Srimad Bhagavatam 3, 25, 25. А также Шримад Бхагаватам 3, 25-25 стих. Should we read those verses, Maharaj? What would you suggest? You can do if you want to the time, or you can read them in your own measure. Да, вы можете зачитать сейчас эти стихи, или преданные могут уже сами в них их почитать на досуге. Да, давайте Какие вот это стихи? 1, 12, 2, 16, 17, 18 и 3, 1, 2, 25. 16, 18? Да, и 3, 25, 25. I just repeated the verses that you indicated, Maharaj, to that. давайте вот этот вот вопрос с Спасибо. Бхактивинодом Прабу закончим как-то, чтобы он в подвешенном состоянии не находился. Не-не, с Махараджем надо посмотреть, что все, а потом уже. Махарадж уже все, да, спасибо. Да? Хорошо. Так, Я могу сказать, что Бхактивинод Прабху говорил. да, да. прокомментировать. Да. Ачарьи объясняют, что у саду есть два вида сострадания. Одно это общее, когда саду понимает, что все в этом мире страдают, да? Естественным образом он всем желает добра. А другой вид сострадания, на санскрите другое слово используется. Вот первый вид сострадания, он называется дая. Матаджи дая у нас есть. А есть еще один вид сострадания, который называется анукампа. То есть, и оно возникает, когда кто-то находится с этим саду в близких отношениях, и он видит его ситуации конкретные. Вот. И эти отношения, они более конкретные, они не общие, не абстрактные, да, то есть это как бы сострадание, сосредоточенное на одной личности. И вот такое сострадание, оно гораздо более могущественное, чем первый общий вид сострадания. Это так объясняет Ачарьи, то есть вот как это работает. И когда мы подходим к преданному и раскрываем свое сердце, это не обязательно негатив должен быть, это может быть позитив, наоборот. Но возникает вот эта очень глубокая конкретная связь, конкретная личностная связь. То есть, и тогда вот эти пожелания преданного, они становятся для нас более могущественными и более сильными, и у нас все быстрее начинает меняться. То есть вот что я имел в виду, когда я говорил. То есть можно привести такой пример, вот саду, он как лампочка, да, и лампочка, она светит во все стороны, везде дает свет, да, и это такой общий свет. Но можно этот свет лампочки с помощью линзы сосредоточить на одной точке.
И тогда даже можно бумагу поджечь с помощью этого. И вот примерно это так же, когда сознание саду сосредотачивается на какой-то конкретной личности, и, естественно, из сердца он начинает ему желать, либо чтобы стало легче, либо он, чтобы стал еще более счастливым, и еще лучше у него стало, то вот тогда у этого преданного начинает все гораздо быстрее и мощнее происходить. То есть вот это то, что я имел в виду. И как это объясняет Ачарья. Почему это важно еще получить вот конкретное внимание и конкретные чувства со стороны старшего вайшнава или со стороны саду. Это усилит гораздо эффект. Харе Огромное, Кришна. огромное спасибо, что Прабхупада. То же самое, да, вот как с Кришной. Он ко всем добр, ко всем одинаково относится. Но он более близок со своими преданными, которые вот в личных отношениях, там уже другие отношения. Хотя он ко всем одинаково относится, он ко всем Да, доброжелателен. это просто признак личности. Я вот приезжаю сюда и думаю, о, как вот люди в Грузии страдают, да, ну в целом, ну жалко людей, да. Ну ладно, пусть у них все будет хорошо. А когда я вижу конкретного человека, конкретного там бомжа, который сидит и страдает под дождем, сердце сжимается, и вот что-то хочется ему сделать, и вот тогда это совсем другое будет. То есть в этом разница. Ну, есть еще один похожий пример, то, что привел Акшата Прабху. Гурудев еще приводит похожий пример в семинаре Святого Имени, что ну, когда мы просто повторяем Святое Имя, ну, это как будто вот шланг и везде поливает, например. А когда мы сосредоточиваемся на какой-нибудь анарте, то, что у нас есть, и просим Святого Имени, чтобы мы хотим избавиться от этого, как бы, да, как, это, как, например, напором, да, какую-то точку вымыть грязь. И это, думаю, еще этот пример подходит к состраданиям садху тоже. Кришна. 100%. Госвами Махарадж часто повторяет, что одно из основных качеств бхакти настоящей, что оно вполне конкретно. То есть вполне конкретная вещь, вполне конкретная личность. Да. Вот. Не в целом там я служу всем. Да, я служу. И часто говорится, если говорю, я служу тбилисское общение преданных, это означает, что я никому не служу. А если я служу рати конкретно, вот это уже может быть служение. Простите, я очень много говорил. Спасибо, Ванамали Прабху. Спасибо, Бхактивинод Прабху. Столько обсуждений. Яй, во всем разобрались вроде бы. Во всем мы не разберемся сразу, но, по крайней мере, уже будет пищи для размышлений больше. Хорошо. Харе Кришна. Шримад Бхагаватам ки джай. Ананта Коти Вайшнава Вринда ки джай. Да. Гуру Примананда. Хари Бол. Ванамали Гопал Прабху ки джай. Я. Прабхупада ки джай.